Спасибо, Лина, за информацию. Так, что бы вы хотели ответить российским властям или представителям российской власти? Конечно, хочется обратиться к российским властям, которые проводят действительно разрушительную для отношений наших государств политику. Если Россия считает себя мировой державой, то пусть поступает, как подобает мировой державе, а не как мелкому региональному игроку. Как Москва часто заявляет, у нас с Россией стратегические партнерские отношения. И если Москва готова пожертвовать этими отношениями из-за единичного случая, из ряда бытовых, которые даже нельзя назвать притеснением меньшинств, то это должно заставить усомниться других ее партнеров. Как можно без смеха смотреть на то, как страна, которая, когда надо, и дубинкой по голове даст своему гражданину у себя на площади, так яростно защищает права того, с кем ее, кроме этнических уз, не связывает больше ничего. К сожалению, сегодня двуглавый орел уже не символизирует взгляды, обращенные на Запад и на Восток, а только двуличие. Если партнеры заявляют, что готовы высылать по 10 тысяч кыргызов из-за одного русского, то не такие уж они и стратегические. Мы прекрасно понимаем, что этот спектакль обращен на внутреннюю аудиторию России, но Кыргызская республика – это не клоун, которого можно использовать, чтобы отвлечь внимание своих граждан от реальных проблем. Настоящие клоуны стоят у посольства страны, которую они сами называют стратегическими партнерами. Хочется также отметить, что Кыргызская республика является одним из двух государств, помимо Российской Федерации, где русский язык является одним из используемых официальных языков. И тот факт, что мы записали это видеообращение на русском языке, должен послужить доказательством того, что никакого ущемления прав меньшинств, а также неуважения к русскому языку в нашей стране не происходит. Хотелось бы обратиться к вам, Садыр Нуркожоевич, ИО президента Кыргызской республики. Вы призываете мигрантов, вы призываете народ, вы открываете счет для того, чтобы погасить долг Китаю. Вы меня извините, я тоже народ. И я этих денег не видела. И ни копейки из тех денег, которые выделялись на усовершенствование нашего государства, ни я, ни народ не видели. И у вас хватает наглости сейчас просить у народа погасить этот долг? Я первый раз вижу подобное хамство. Первый раз вижу людей, готовых до такой степени держаться за власть и давить на жалость, просить у народа закрыть долг. В то время, когда вы отпускаете преступников, в то время, когда воры гуляют на свободе, отмазываясь 2 миллиардами жалкими, когда эти люди в день получали по 3 миллиона долларов, воровали с границ. Таможенники. Неужели вы не слышали об этом? Вы человек, который сидели в тюрьме. Вы человек, который прошли через очень многое. Вы лично страдали в этой жизни очень много. И я за это вас уважала. И в день, когда был митинг в вашу поддержку, это было еще в прошлом году, я выходила. И я точно так же, как все, требовала справедливого суда для вас. И что мы сегодня видим? Мы видим то, что вы пошли по тому же пути преступному, по которому мы идем уже 30 лет. По этому пути нас завели в страшное болото, из которого нет выхода. И вы сегодня имеете наглость обращаться к нищему народу, у которого иногда нет денег на хлеб, просите скидываться деньги на то, чтобы закрыть долги. У вас нет совести, уважаемый Садыр. У вас нет совести. Если вы не в состоянии справиться с властью, которая на вас свалилась, которую вы с такой жадностью вцепились и с такой радостью поставили везде своих людей, если у вас нет сил, если у вас не хватает знаний, возможностей, опыта, уйдите, оставьте свой пост, дайте возможность работать людям, кризис-менеджерам, которые вытащат страну из задницы. Вы же понимаете, что сегодня Кыргызстан стоит вопрос не в том, чтобы его экономически спасти или дать жизнь хорошую на будущее и так далее. Вопрос стоит
о существовании Кыргызстана как такового, суверенитета Кыргызстана, вообще существовании нации и земли кыргызской. Неужели вы этого не понимаете? Очнитесь, эй, очнитесь все, кто там. Люди, придите в себя. Спуститесь с небес на землю. Успокойте свои амбиции, свое эго. Я понимаю, что вы сейчас счастливы и довольны после того, что захватили снова власть, воспользовались трудами молодежи и сделали все для того, чтобы прийти сегодня к власти. Очнитесь, это не ваша победа. Отпустите страну, отпустите власть, дайте работать людям, которые могут вытащить страну из задницы. Неужели вы этого не видите? Ни одна страна в мире вас не приняла. Ни одна международная организация не хочет с вами сотрудничать. Имейте совесть. Дайте кыргызскому народу шанс на выживание. Я вас очень сильно прошу. Очень сильно прошу. Я возмущена, и я требую, чтобы вы оставили страну в покое. Спасибо.